После погромов на юге Казахстана около 8 тысяч этнических дунган уже вернулись на родину. Власть упорно называет конфликт бытовым. Эксперты уверены. Действительно, дунгане считаются более зажиточной группой. И поэтому говорить, что это этнический конфликт, это абсолютно правильно. Шпионский скандал в Узбекистане. Не менее 10 сотрудников и офицеров Генштаба обвиняются в шпионаже в пользу России. Все известные подробности этого дела в сегодняшней программе. И вполне возможно, он уже почувствовал, новый президент, какую-то угрозу, исходящую от этих сотрудников, и решил избавиться от пророссийских лоббистов. Узбекистанские власти в срочном порядке отзывают всех студентов из таджикистанских вузов домой. Учащиеся в панике за свое будущее, преподаватели не понимают, с чем связано такое решение. Спецрепортаж из Душанбе. Для перевода мне нужна справка, но ее мне не дают. Остальные факультеты получили, но нам, математикам, не выдали. 3-4 дня пытаюсь получить справку. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Казахстанцы, массово бежавшие в Кыргызстан во время беспорядков в Жамбылской области, возвращаются домой. Сегодня чиновники озвучили количество вернувшихся. Правда, остальные подробности кордайского конфликта все еще остаются под завесой тайны. Шолпан Оразбекова с последними новостями. Почти 8 тысяч человек вернулись из Кыргызстана в Казахстан после погромов в Кордайском районе. Об этом сообщил только что назначенный глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Сегодня на правительственном заседании он рассказал, что уже в новой должности встретился с жителями нескольких сел, где и произошли беспорядки. За последние 3 дня много наших граждан бежало в Кыргызстан. За эти 2 дня вернулись 8 тысяч граждан. Со вчерашнего дня работают в штатном режиме все детсады и школы. Работают торговые точки. Мы поговорили с аксакалами аулов, чтобы подобное не повторялось. Тем временем число пострадавших в беспорядках в Кордайском районе увеличилось. Если ранее речь шла о 170 нуждающихся в медицинской помощи, включая 19 полицейских, то сегодня медики сообщили, что оказали помощь уже 182 пострадавшим. На сегодняшний день в стационарах города Алматы находятся 29 пациентов, 4 из них находятся в реанимации. В стационарах Жамбылской области 12 пациентов находятся, 11 из них в центральной Курдайской ЦРБ Курдай, и 1 из них находится в городе Тарас. 1 пациент находится в реанимации Курдай. Завтра планируется силами санитарной авиации данного пациента перевести в город Алматы. 9 пациентов из Кыргызстана были силами санитарной авиации переведены в город Алматы. Однако о самом расследовании кровавых событий в Жамбылской области представители МВД говорить не желают. Силовики ссылаются на тайну следствия, поэтому вопрос о задержанных так и остался без ответа. Власти также настаивают, что произошедшее – это все же бытовой конфликт, а не межэтнический. Никакого провала социальной политики государства нет. Давайте не будем без этого случая. Это бывает не только это в Казахстане, во всем мире такое есть. Так что случилось бытового характера, и теперь мы, как государство, как государственный орган, должны принимать соответствующие меры. Политолог Галым Могилев придерживается другого мнения. Он считает, что в Казахстане нарушено равенство между представителями разных наций, и именно это настроение послужило пороховой бочкой. Понятие равенства, недискриминации в нашей стране из-за того, что все права человека были в загоне, они не реализовывались. И вот это привело к тому, что между этничностями по мере роста, по мере расслоения, потому что там действительно дунгане считаются более зажиточной группой. И поэтому говорить, что это этнический конфликт, это абсолютно правильно. Но что там есть и преступный криминал, тоже возможно. Сегодня же Бердибек Сапарбаев рассказал, что буквально на днях станет известна сумма ущерба, которую необходимо выделить из госбюджета на ликвидацию последствий погромов. К восстановлению домов и строений подключатся и предприниматели региона. Сапарбаев сказал, что это их личная инициатива. Ситуацию в Казахстане обсудим с редактором «Радио Свобода» Мирхатом Шарипжаном. Он на связи с нашей студией из Праги. Мирхат, здравствуйте. Обстановка в Казахстане вроде нормализуется. Дунгане, которые уехали в Кыргызстан, возвращаются домой. Но в конфликте погибли 10 человек. В социальных сетях задают вполне резонный вопрос. Почему президент не объявил траур? Или это трагедия не того масштаба, как вы считаете? Почему? Трагедия очень сильного масштаба. Просто если правительство позиционирует данную ситуацию как бытовой конфликт,
то получается, чтобы не концентрировать на этом внимание, не надо объявлять никаких трауров. То есть мне кажется, что в данной ситуации правительство пытается как бы спрятать данную ситуацию, данную проблему, вот эту всю трагедию под сукно, для того, чтобы не было много разговоров о том, что это все-таки конфликт этнического характера. Ну вот, кстати, почему власти, вопреки многочисленным свидетельствам, продолжают акцентировать, конфликт произошел на бытовой почве, а не на этнической? Ну, дело в том, что это ведь не первый раз, когда этнические конфликты выставляются как конфликты бытового характера. Там, мы знаем, что несколько лет назад была такая же ситуация, этнические столкновения между чеченцами и казахами в поселке Маловодное. Также были проблемы в прошлом году, когда группа людей нанесла там удары, ножевые ранения человеку, который оказался казахом, а те, кто, значит, или нападал, или оборонялся, оказались армянами. Тоже, ну, там была ситуация, когда не только армян, но многих лиц кавказской национальности стали останавливать на улице и приставать, и не только приставать, а избивать. Тогда тоже правительство пыталось позиционировать это как этническая, не как это бытовая ситуация, отдаляясь от этнической составляющей. Дело в том, что уже много лет со дня основания Казахстана, получения независимости после развала Союза, всегда Казахстан, правительство говорило, что главной заслугой является то, что вот 130 этнических групп и национальностей в Казахстане живут как одна семья, и это одна из самых главных заслуг правительства и президента Назарбаева. А вот следующий вопрос требует объяснения для наших зрителей. В YouTube на странице организации «Демократический Казахстан» опубликовано видео. Некий человек в кадре на казахском языке рассказывает о телепередаче на китайском телевидении. Она посвящена Казахстану, а точнее селу на границе Казахстана и Кыргызстана, в котором проживают дунгане. Человек прямо в эфире переводит суть сказанного на китайском языке, после чего делает откровенно подстрекательские выводы против дунган. Можете подробнее рассказать о содержании этого видео и о чем вообще идет речь? Ну, это очень серьезная ситуация, потому что видео было выставлено в интернет, в частности в YouTube, за 3 недели до вот этих кровавых событий, и его просмотрело более 120 тысяч человек. Я, конечно, не хочу утверждать, что именно это послужило или кто-то стоял за этим, но ясно, что данный ролик и подобные ролики, они добавляют горючего в ситуацию. И особенно сейчас, когда антикитайские настроения в Казахстане, и не только в Казахстане, а вообще в Средней Азии, очень высокие в связи с тем, что в Синьчжане, на северо-востоке Китая, существуют лагеря для перевоспитания представителей коренного населения Синьчжана, которые в основном являются тюркоязычными народами, представителями тюркоязычных народов, это уйгуры, казахи, киргизы, татары, которых там перевоспитывают. И в данной ситуации, конечно, вот этот ролик, он как бы акцентирует внимание. Вот смотрите, здесь у нас в Казахстане есть, оказывается, люди, которые выходцы из Китая, и они имеют такую страсть к Китаю, что вот когда приезжал председатель Компартии Китая Си Цзиньпинь в Казахстан, они пытались с ним встретиться, чтобы выразить благодарность за то, что вот такая великая страна Китай имеет к ним отношения, и Китай принимает, вернее, 10-12 человек ежегодно из этого села, в котором живут в основном дунгане, в Китае, где они учатся китайской грамоте, хоть они и говорят на китайском диалекте, но они не знают, значит, иероглифов, вот они очень сильно смотрят в сторону Китая, хотя сами до сих пор не научились говорить по-казахски. Но в этом ролике, конечно, очень много не то что ошибочного, но просто подстрекательского. И дело в том, что автор данного ролика просто забывает, что в этих лагерях для перевоспитания мусульман могут находиться также и представители народности Хуэй, которые являются как раз дунганами. Вот. И поэтому, что можно тут сказать? То можно сказать, конечно, здесь как бы соприкоснулось несколько факторов. Фактор антикитайских настроений очень сильных. Второе, вот, на то, что правительство
Ну вот как можно понять ту ситуацию, что полиция не смогла справиться в самом начале с зачинщиками вот этой ситуации? Кто бы зачинщиком там не являлся, казахи, дунгане, кто бы, или обе стороны, там какой-то конфликт произошел на дороге или еще что-то, как говорят некоторые репортажи. Данная ситуация вышла за рамки только потому, что ни казахи, ни дунгане, они местной власти не доверяют, и представители власти, в данном случае полицию, за людей не считают. А это уже, конечно, прокол власти, и это уже система. Хорошо. Мирхат, вам большое спасибо за интервью. Всего вам доброго и до свидания. Вице-премьер-министр Кыргызстана Джениш Разаков подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент Сооронбай Жээнбеков уже подписал указ. Разаков курировал вопросы безопасности границ. В интервью Азаттык он сообщил, что он написал заявление об увольнении по семейным обстоятельствам. Также он отметил, что на решение приграничных проблем понадобится много лет. Он не смог дать ответ на вопрос, возможно ли было довести до конца начатые дела по делимитации и демаркации госграниц. Напомню, Джениш Разаков занимал должность вице-премьера с апреля 2018 года. Его работу подвергали критике. В частности, в интернете распространялась информация о том, что он работал на разведку Таджикистана, но Госкомитет по результатам проверки сообщил, что эта информация является недостоверной. В Узбекистане в закрытом режиме проходит суд над высокопоставленными сотрудниками службы госбезопасности и Министерства обороны. По информации источников радио Озодлик, на скамье подсудимых не менее 10 сотрудников и офицеров. Все они обвиняются в шпионаже в пользу России. Среди них оказался бывший директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, политолог Рафик Сайфуллин. Следствие обвиняет его по 157 уголовной статье «Измена государству». Адвокаты Сайфуллина отказались сообщать детали его уголовного дела, сослались на закрытый режим процесса. Однако высокопоставленные чиновники в силовых структурах Узбекистана на условиях анонимности рассказали редакции радио «Задлик», что политолог вместе с другими подсудимыми подозревается в шпионаже в пользу России и в разглашении госсекретов. Рафик Сайфуллин среди узбекистанских экспертов известен своими пророссийскими взглядами. Свою трудовую деятельность он начал еще в КГБ СССР. По некоторым данным, он был одним из приближенных экс-главы службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Инаятова. Бывший узбекистанский дипломат, а ныне диссидент Алишер Таксанов не исключает сотрудничество политолога Сайфуллина с российскими спецслужбами. Ну, как он не мог не иметь доступа к секретной информации, если он сам сотрудник СМБ? Мы знаем из истории КГБ, многие сотрудники КГБ там или ГРУ, они работали на другую разведку. Вот. И я не удивляюсь, что если он действительно был кротом, например. Это вполне есть возможно, почему бы и нет. К тому же я снова говорю, что многие работники СМБ, они все равно, вы не забывайте, что все они вышли из советской системы, из КГБ, и остались верными этой системе. И даже несмотря, что они работали уже в независимом Узбекистане, они все равно оглядывались на Россию. Появились очень яркие тенденции участия Узбекистана в различных российских проектах, например, атомная электростанция. Понимаете, участие в интеграции с Россией. Это тоже лоббировали сотрудники СМБ. Они представлялись большими специалистами, знатоками в тех или иных вопросах и рекомендовали президенту, например, активно участвовать в этом. Этим самым, скажем так, способствовали тому, что Узбекистан терял свою независимость. Ту независимость, которая была при Каримовой. Вот. И вполне возможно, он уже почувствовал, новый президент, какую-то угрозу, исходящую от этих сотрудников, и решил избавиться от пророссийских лоббистов. Также среди подсудимых начальник управления Объединенного штаба вооруженных сил Узбекистана Якбар Ярбабаев, брат высокопоставленного офицера, в интервью нашему каналу рассказал, что он вместе с супругой был арестован еще 15 июля прошлого года. По признанию родственников офицера, о его должности они узнали после его ареста. О своей работе он им ничего не говорил, лишь то, что служит в Минобороны. По словам брата Акбара Ярбабаева, он ничего не знает о его уголовном деле. Мы заключили договор с адвокатом, но его не пускали туда, и никаких контактов у нас не было. Поэтому у меня нет никакой информации о подробностях дела и что происходит. Предположение только одно, что это связано с его работой. Мы по этому поводу никогда не говорили, так как я знал, что он изначально был военный летчик, служил в частях. Сейчас был на этой должности, я, откровенно говоря, даже не знал его должность, какую он занимает. Поэтому, чтобы его не провоцировать, никогда рабочие моменты не поднимались. Хотя мы были постоянно на связи, мы каждое утро с ним общались в социальных сетях и желали друг другу хорошего дня. Вечером мы говорили про наших детей. Ну, большая-большая семья, обычная узбекская семья.
но никогда рабочие моменты не поднимались, только по одной причине, знаешь, что у него за работа. Алексей рассказал, что его брат работал без отпусков и очень редко посещал Россию. Россию он посещал последние, наверное, лет 10 или 15 только по официальным своим поездкам, по своим делам, когда он прилетал в составе какой-то делегации определенной в Москву, как правило, к нам в Питер он не прилетал, а может быть, лет 7 назад что-то в Питер... Нет, пожалуй, даже к нам он не заезжал. Только в Москве, и чтобы повидать маму, он всегда созванивался и заезжал, естественно, к маме. В таком возрасте надо было маму видеть. Я его постоянно донимал вопросами, что, полушутя, что за работа у тебя, если у тебя нет отпуска? Нормальный человек уходит в отпуск и куда хочет, едет, отдыхает. Он говорил, что у нас это не положено, я только на работе. Смотрите далее в нашей программе. Узбекистанские власти в срочном порядке отзывают всех студентов из таджикистанских вузов домой. Учащиеся в панике за свое будущее, преподаватели не понимают, с чем связано такое решение. Спецрепортаж из Душанбе. Для перевода мне нужна справка, но ее мне не дают. Остальные факультеты получили, но нам, математикам, не выдали. 3-4 дня пытаюсь получить справку. Число жертв коронавируса превысило 1000 человек. За сутки в провинции Хубэй, в эпицентре распространения заболевания, умерли еще 103 человека. В Женеве тем временем стартовал глобальный форум Всемирной организации здравоохранения. Главная задача – выработать меры по борьбе с коронавирусом. Дарья Тимофеева подробнее. Чтобы доказать всю серьезность борьбы с коронавирусом, китайские медики не сделали поблажки даже президенту. Кадры Си Цзиньпиня в медицинской маске, которому измеряют температуру, облетели все СМИ. Лидер Китая накануне решил ознакомиться с мерами контроля за эпидемией. Посетил один из микрорайонов Пекина, больницу и поговорил по видеосвязи с врачами из Уханя. Мы должны принять этот оборонительный бой, вести эту общую войну против эпидемии с полной уверенностью. Это общенародная война. В конечном итоге мы победим. Вчера у граждан Китая завершились продленные новогодние каникулы. Власти заявили, что не одобряют грубые меры по ограничению передвижения людей и возобновлению работы. Несмотря на повсеместные строгие санитарные меры, более 37 тысяч человек сейчас проходят лечение в больницах Китая. За истекшие 24 часа умерли свыше 100 зараженных. Это произошло впервые с начала эпидемии. 3996 Число выздоровевших достигло почти 4000 человек. Зафиксировано 1016 смертей от коронавируса. Количество зараженных более 42 тысяч. Скоординировать усилия в противодействии новому вирусу пытаются ученые со всего мира. Более 400 специалистов сегодня собрались в Женеве для разработки методов лечения и вакцин. Глобальный форум организован Всемирной организацией здравоохранения. Мы должны потушить этот пожар, прежде чем он выйдет из-под контроля. За пределами Китая больше всего заболевших в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. Соседствующие с КНР страны Центральной Азии продолжают вызволять своих граждан из зоны заражения. Спустя месяц после начала вспышки коронавируса таджикские власти доставили домой из Уханя 46 студентов. Спецбортом сегодня из Пекина прибыли на родину и более 200 казахстанцев. А сейчас мы должны, во-первых, четко определить, кто откуда приехал, куда поедет, где будет жить. Мы их после трехдневного разностороннего медицинского осмотра и взятия лабораторной экспертизы проб, то мы их, конечно, передадим местным организациям здравоохранения. Руководство ВОЗ призывает все страны подготовиться к возможному приходу коронавируса. В организации отметили, что в последнюю неделю количество новых случаев заражения снижается во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй. Между тем, эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может быть лишь верхушкой айсберга. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия. Министерство образования Узбекистана отзывает своих граждан из вузов Таджикистана. По словам учащихся, решение обосновано сложностью переводов денег в Таджикистан и качеством образования. Продолжит Анушер Ванарипов.
Узбекистанские студенты педагогического университета Душанбе, несмотря на самый разгар учебы, в эти дни не ходят на занятия. С утра до вечера они стоят в очередях за академическими справками. В Минобразования Узбекистана установили срок для перевода в свои вузы – до 15 февраля, говорят студенты. Те, кто опоздает, не сможет поступить на родине, а возможность остаться в Таджикистане они даже не рассматривают. Перевод в узбекские учебные заведения – инициатива президента Шавката Мирзиёева, а его решения гражданами не обсуждаются, считают молодые люди. Для перевода мне нужна справка, но ее мне не дают. Остальные факультеты получили, но нам, математикам, не выдали. 3-4 дня пытаюсь получить справку. У меня задолженность по одному предмету, и я с утра пытаюсь получить справку. Я приехал сюда учиться, но наш президент подписал указ и сказал: все узбеки, приезжайте на родину и учитесь. Таджикистанские вузы не значатся в рейтинге Министерства образования Узбекистана, а значит, дипломы придется еще раз подтверждать дома, говорят студенты. Если у очников с этим проблем не возникает, то вот у заочников и учащихся по системе дистанционного образования этот процесс может затянуться. Так что многие переводом все же довольны. Правда, учеба в Таджикистане стоит всего $400 в год, а на родине придется заплатить в разы больше. Нормально преподают, мы довольны, но нам заявили, что дипломы дистанционного обучения не будут признавать, и поэтому мы получаем академические справки. Конечно, мы были довольны учебой, но каждый хочет учиться у себя дома. Я каждый раз проезжаю 140 километров, чтобы попасть в университет. Дипломы придется провести через сертификацию в Узбекистане, но это тяжело, поэтому лучше дома учиться. Спасибо президенту Мирзиёеву за приглашение. Пусть дружба наших двух народов живет вечно. Пусть и Шавкат Мирзиёев, и Эмомали Рахмон правят нашими народами до скончания времен, во веки веков. Решение властей Узбекистана отозвать студентов посреди учебного года оказалось для них неожиданностью. Молодые люди в торопях пытаются получить академические справки, но даже не уверены, что их будет достаточно для того, чтобы поступить в вузы своей страны. Те, кто получил академические справки, сразу уезжают в Узбекистан. Вот здесь, возле входа в вуз, они складируют свои рюкзаки, сумки и вещи, а затем им нужно всего лишь выйти за ворота университета. Здесь на стоянке стоят десятки автомобилей. Местные и узбекские таксисты уже подсуетились и отвозят прямо в города Узбекистана или к границе студентов. Не понимают смысла такого решения властей соседней страны и в администрации педагогического университета Душанбе. Здесь учатся более 2500 студентов из Узбекистана. Согласно законам Таджикистана, перевестись в другое учебное заведение можно исключительно по окончании первого курса, а студенты второго и третьего курсов могут это сделать летом, после сдачи сессии. А значит, сейчас узбекистанцы в любом случае не получат свои документы. К тому же решение о переводе еще должно быть согласовано администрациями вузов. Нигде в мире в учебные заведения не принимают учащихся по одной академсправке, говорят местные преподаватели. На данный момент студентам из Узбекистана мы выдаем исключительно академическую справку. Это то, что в любой момент может попросить каждый студент нашего вуза. На этом все. До сегодняшнего дня ни одному студенту из тех, кто обратился к нам, мы не выдали никаких личных дел и прочих документов, которые можно подать в вузы Узбекистана для перевода. Что будет со студентами из Узбекистана, которые не успеют получить справки в Таджикистане до 15 февраля? Смогут ли они продолжить учебу здесь или вынуждены будут уехать домой и забыть о высшем образовании? К тому же учебные программы в разных вузах отличаются. И получится ли у тех, кто перевелись посреди учебного года, наверстать пропущенные предметы? Все эти вопросы пока остаются без ответов. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго, до встречи. Давай сделаем это 21-го. Да, в среду. Я не хотела там оставаться. Я хотела сбежать. Мы будем стоять сзади, а ты хватай ее и тащи в машину. Потом меня заставили остаться с ним в спальне. Я отбивалась, била его. Но мужчина есть мужчина. Вы считаете, женщины должны мириться с насилием? Мы должны быть против похищения невест. Девушки не скот. Зачем ты это делаешь?
Настоящее время на Smart TV. Удобство большого телеэкрана и функции мобильного приложения. Установите приложение на ваш умный телевизор и смотрите прямой эфир и отобранные программы в комфортной обстановке и в удобное время. Настоящее время на Smart TV. Больше, чем телевидение. Умное телевидение для умных людей.